В своей окончательной попытке убедить избирателей Флориды голосовать именно за них, кандидаты в президенты США выбрали разные города, аудитории и стратегии. Если Дональд Трамп в основном попытался завоевать голоса афроамериканцев и испаноязычных жителей штата, то Хиллари Клинтон сделала ставку на молодежь, глобальное изменение климата и возобновляемые источники энергии. Студенческий спортзал колледжа Майами – место встречи Хиллари Клинтон с будущими избирателями. Голосуя за Хиллари, будет замечательное историческое событие. Хиллари Клинтон приехала в Майами не одна. Впервые после долгого политического нейтралитета в ее поддержку высказался Альберт Гор, 2 срока подряд занимавший пост вице-президента в администрации ее мужа. Но в последнее время Гор, получивший в 2007-м Нобелевскую премию мира, занимался проблемой изменения климата на планете. Нарисовав достаточно апокалиптическую картину будущего мира и в частности Флориды, где каждый 8-й дом по прогнозам уйдет к концу столетия под воду, Альберт Гор заявил студентам, что выход есть. И это новые технологии и новый президент Америки Хиллари Клинтон. Каждый ваш голос важен. Не сидите дома, голосуйте за Хиллари. Хиллари Клинтон лишь пару раз вспомнила в своем выступлении о Трампе, призвав студентов не голосовать за него, так как он не верит в науку. Сейчас шансы кандидатов в президенты США во Флориде почти равны. Небольшой перевес в 2% на стороне Клинтон. Поэтому неудивительно, что Дональд Трамп провел свою встречу с избирателями здесь после Клинтон. Рабочие со строек, окончив смену, сидят в кафе и смотрят выступления Трампа. Практически все свое выступление Дональд Трамп посвятил Хиллари Клинтон. Он разобрал по деталям ее выступления в Майами, сказал, что не нужно тратить триллионы долларов ни на какие фантастические эко- и технопроекты, а потратить эти деньги на создание рабочих мест во Флориде. Трамп — это отлично. Он такой же дерзкий, как я. Действительно, создание рабочих мест и строительные проекты во Флориде – это сильные аргументы Трампа. За несколько десятков лет он построил здесь немало зданий. На этой улице Коллинз в районе русскоязычного района Санни-Айлс почти каждый 2-й дом назван его именем. Стэн Грунский, Сергей Черняев. Специально для настоящего времени из Майами.